Вы смотрите 433 выпуск «Пропеллера». Привет! Привет! Сегодня мы поговорим о многих интересных вещах, основная часть из которых будет крутиться вокруг того, что наконец-то наступила весна. Наш юнкор Татьяна Желобцова отправилась на улицы города, чтобы узнать, с каким настроением горожане встречают это время года. Где они любят гулять и где они любят проводить время на свежем воздухе. Город у нас небольшой, поэтому гуляем мы все практически в одном и том же месте. Это у нас проспект Ленина, Орджоникидзе, площадь Ленина, ну и, конечно, старый город. В отличие от больших городов, у нас есть очень большое преимущество. Мы можем не ходить по разным местам злачным, по клубам, по ресторанам. Можно просто выйти в город и сразу же встречать там друзей, знакомых, общаться и хорошо проводить время. Это, я считаю, прекрасный плюс нашего города. Здравствуйте, как вам весна в Якутске? О, холодная. Отличная. Хорошо. Ну, нормально. Нормально. Стрёмно. Нормально. Все хорошо. Грязно, очень грязно и холодно. Хорошо, тепло, кататься можно. Мы не любим гулять. Не любите гулять? Нет, дома. Круто. Я жду дождь. Где ваше любимое место, я так полагаю, здесь, да? Да, я здесь катаюсь. Я не часто гуляю. Где-то в центре много людей, много жизни. Площадь Ленина. Ленина, там Ленина. На площадь Ленина, потому что там можно погулять. Гуляем. Я не люблю гулять. В школе? Да ладно. По городу. Просто гуляем. Какая ваша любимая музыка, которая крутится у вас в голове? Классика? Вот это вот, Neighborhood. Русский рэп. Stressed out. Секс Revolution. Revolution. Имя любимое. Давайте все вместе. Имя любимое мое. Мое имя любимое мое. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Я оторвала голову нам. Чумачичая весна пришла, и нам не до сна. Я люблю с ума, чумачичая весна. Давайте споем с вами Веру Брежневу, Ну, я не знаю. которая жила-была девочка, золотистые косы. Я Знаю пароль, я вижу ориентир. Я верю только в это, любовь спасет мир. На лабутенах, вах и восхитительных штанах. На лабутенах, вах и восхитительных штанах. Только улыбайся, улыбайся невесомости своей и отдайся. От начала весны мы плавно переходим к тому, что пойдет за этим. Будет лето. Сегодня мы узнаем, как готовиться к новому сезону владельцы спортивных мотоциклов. Всем известно, что любой механизм, если он прозимовал в гараже, он требует определенной подготовки для следующей эксплуатации летом. Необходимо все проверить, подкрутить, подвинтить, накачать колеса, ну и вперед на дорогу. Мотоцикл – транспортное средство, связанное с повышенной опасностью. Поэтому, если вы вдруг решите сесть в этом году на мотоцикл, первоначально пройдите подготовку. Да я когда был маленьким, мне очень хотелось сесть на мотоцикл и умчаться куда-нибудь в закат. Но я этого сделать не могу по определенным жизненным причинам, а герои нашего следующего сюжета могут. Поэтому остается им только позавидовать и посмотреть наш сюжет. Недавно в городе прошел чемпионат по ледовым гонкам на мотоциклах. Это дисциплина, которая требует от пилотов максимального самоконтроля и мастерства вождения. Кроссовый мотоцикл удерживают на треке огромные шипы, которые буквально вгрызаются в лед. А вот мотоциклы, предназначенные для летних дорог, пока ждут начала сезона. С обладателем одного из них мы решили поговорить. Как-то однажды проснулся просто, прям щелкнул, захотел байк. Все, и пошел, купил его. Недолго я покатался на первом байке. Разбился, как все это делают. Повезло, что он был дешевый. Потом опытом стал набираться, подороже байки покупать. Звук мотора, скорость, мощь. Как на спорткаре гоняешь, на Феррари каком-то. Конечно же, человеку, который захочет сесть на байк, он будет сначала отталкиваться от своих финансов. Запчасти, естественно, там стоят, как на дорогую машину. Резина в основном, главное, чтобы была свежая. Тормоза и экипировка. Сапоги, перчатки, шлем обязательно. Начинают, конечно, новички гонять. Думают, что им кто-то чем-то обязан. Никто им ничем не обязан. Шлем не дает бессмертия. И экипировка тоже нет. Все зависит от тебя, вся жизнь в твоих руках. Мотоциклист должен предугадывать все действия всех автомобилистов,
что находится вокруг него. Лично я по городу не гоняю. Я гоняю только за городом. На Вилюйке единственная подходящая трасса, где можно прям все выложить с него. Вот там начинаются эмоции. Адреналин прям плещет. Все приходит с опытом, тренировками. Больше надо тренироваться. Конечно, новичок, который сядет первый раз на байк, на такой спортивный, мощный, литровый, долго он не погоняет на высоких скоростях. Надо правильно уметь поворачивать, правильно тормозить. Это не как на машине. Газ, тормоз. Тут надо телом работать и головой. Конечно, если ты ездишь 60 км в час, 80, там особого и ума, и движений никаких не надо. А вот когда ты летишь 260, 300, вот тогда надо работать, продумывать прям наперед все свои действия. Мы все, вся моя компания ребятами, каждый поворот изучаем, под каким углом надо лечь, в какой именно момент газ открыть. Встраиваем свои какие-то соревнования на отрезок трассы, кто быстрее на время проедет. Думать надо всегда, взвешивать все. И вообще думать, стоит ли оно этого. А наш следующий сюжет посвящен нашумевшей кинопремьере «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Это продолжение «Человека из стали», но не такое скучное, более хаотичное и интересное. Многие задаются вопросом, кто лучше, Бэтмен или Супермен. На самом деле разницы, по-моему, вообще нет. Если встанет выбор между Суперменом и Бэтменом, я, конечно, выберу Бэтмена. Лично я, конечно же, болею не за Супермена, не за Бэтмена, я болею за Карателя. Мне больше нравится Бэтмен. Он носит черное, и у него есть машина. И мы решили в нашем следующем сюжете узнать, за кого же болеют люди не только в аспекте силы, мощи и вообще популярности супергероев, а, так сказать, где лежит более эмпатическая черта. Киновселенная DC стремительно набирает обороты. «Бэтмен против Супермена» от Warner Bros. Открывает новую ветвь супергеройских фильмов в сером и серьезном окрасе. Сильнейшая сторона фильма — это тандем двух самых популярных супергероев. Если вы с самого детства мечтали увидеть, как Бэтмен, ака Брюс Уэйн, и Супермен, ака Кал-El, борются на большом экране, этот фильм однозначно для вас. Каких еще героев, стирающих друг друга в порошок, ты бы хотел увидеть на большом экране? Я бы хотел фильм про Лоба. Шазам хотел бы. Бэтгерл мне нравится, я бы хотела ее увидеть. Карнаж и Веном. О, я бы хотел увидеть, как Тор опускает молот Тора на голову Никиты Михалкова. Это разные герои из разных вселенных. Сейчас жахнешь, и точно больше не придется. В копилку незаурядных достижений фильма можно отнести безупречную визуализацию. Некоторые эффекты не просто отбивают огромный бюджет фильма, но и показывают колоссальные творческие возможности всей съемочной группы. К сожалению, сценаристы оказались не столь безупречны, и их работа не чурается натянутых сюжетных поворотов, вторичности и даже банальной глупости. Но при всем этом, почему такие мейнстримные герои до сих пор никому не приелись? Ну, потому что, если взять сравнение, допустим, с героями Марвела, то DC само по себе более серьезное. Был момент, когда Бэтмен приелся в 90-х годах, когда его сыграл латинос Джордж Клуни, а с Суперменом «Человек из стали» — это единственный подход. Пришлось нанять Кристофера Нолана и Зака Снайдера, чтобы получился нормальный фильм про Супермена. Они две легенды, и по ним очень много комиксов, и, не знаю, неординарные, неповторимые, Что ты ожидаешь? Давай, как тебя зовут? Мы там отражаемся. Вообще я болею за Бэтмена. У меня даже купальник есть. А когда мужчины сами не могут решить свой спор, в дело приходится вступать девушкам. А будь у вас выбор, с кем бы вы встречались, с Бэтменом или Суперменом? С Бэтменом. С Суперменом. Бэтмен. С Бэтменом. С Суперменом. Бэтменом, конечно. С Бэтменом. С Бэтменом. С Бэтменом. С Бэтменом. Наверное, с Суперменом. С Бэтменом. Ни с кем. Почему? С тобой. Наверное, с Бэтменом. Почему? Мне его эмблема больше нравится. Он более симпатичный, чем Супермен. Он красивее. Он эпичный более. Харрисон, наверное. Он красивее. Он клевый. Он крутой. А Супермен просто... У него есть сила, а Бэтмен и без силы может всех побить. Супермен, как кажется, мне смелее. Супермен красивый, он сильный, у него есть суперспособности.
А как бы ты помогла своему фавориту победить в битве? Любовью! Никак. Всем, чем смогла бы. Это как бы не мои проблемы вообще. Только моральная поддержка, потому что я вообще во всем этом кричала потом за Бэтмена. Ты сможешь, типа, все будет круто. Кидай криптонитовое копье, женщина! Кидай! Я бы не стала бы воевать с Бэтменом, потому что он тоже сильный, он тоже хороший, за добро, за мир. Пойти на фильм однозначно стоит. Главное, не завышайте ваши ожидания. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Обязательно выйдите на улицу, сядьте на свой мотоцикл и поедете на фильм «Бэтмен против Супермена». Не сидите в душных офисах и занимайтесь тем, что вам нравится. С вами была программа «Пропеллер». Смотрите наш следующий выпуск. Ну а мы заканчиваем. Нам пора по домам. Встретимся с вами ровно через неделю. С вами была программа «Пропеллер». Всем пока. Прическу всю попортила. А Майк ушел. И куда он ушел? Так просто непонятно, кто это. А вот так. Все, встань, не шевелись. А наш? Это должно было выйти эффектнее, да? А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Ты, очевидно, волосы помыл, посмотри, резинку зафигать. Да. Молодец, Лёша. А сердце таким одиноким. Так, сейчас я все сделаю. Он представляет из себя Лицо жалобное. А Настя твои очки сломала. Заходите в наш аккаунт в Инстаграме, отмечайте. Почему отмечайте? До новых встреч! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.